Құрметті ханымдар мен мырзалар, Найза 67 турнирі кештің басты жекпе-жегі 3 раундтық жеңіл салмақта өтеді. Және оны сіздер дайын болсаңыздар, біз бастаймыз! Ladies and gentlemen, the main fight of the evening is in the lightweight division. Allow me to present judges of the main fight. Main judge Nurbek Monglokov, judges Mukhtar Kanatbayev, Asılbek Ismagambetov, Amantai Nurgaliyev, referee Vyusal Bayramov. And so, judges are ready, fighters are ready, referee are ready. Let's start! Introducing, fighting out of the blue corner. He is 27 years old. His professional record 11 wins, 3 losses, stands 173 centimeters tall. His weight 70 kilograms. Fighting out of Astana, Kazakhstan. Қайтпас қайсар мінез жауынгеріңді қарсы ал қазақ елі Жасұлан Акимжан! Және оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышы. His opponent fighting out of the red corner. He is 27 years old. His professional record 24 wins, 17 losses, 1 draw, stands 177 centimeters tall. His weight 70 kilograms. Fighting out of Bordeaux, France. Please welcome Jason Ponnet! Listen to me all time. When I say stop, you stop. Respect rules. Touch gloves. Good luck. Ты говорил про лазеры и тому подобное. Вот сейчас у Акимжана, кажется, именно такой напряжение взгляд. нереальное сейчас внутри клетки. Энергия, прям, знаешь, она хлещет за ее пределы. А если мы говорим про энергию, то Gorilla Energy — это не просто энергетический напиток, это источник силы и энергии для наших участников и зрителей. Он приносит ваши эмоции на новый уровень и помогает нам поднять занавес на это невероятное мероприятие. А у нас уже перевод от Жасулана Акимжана, перевод скоростной. И я думаю, что он не будет отсюда просто выпускать. Немножко с таймером, да, у нас какие-то проблемы сейчас на экране. Да, все началось с 4-й минуты, но ничего страшного, Да, абсолютно, господа. Ничего критичного, по крайней мере, не происходит. И Акимжан оказывается в позиции сверху опять. В любом случае, Ставил у колени. хронометриста свой таймер, который он отсчитывает именно с начала раунда, так что не Нет, бойтесь, да. бой пройдет 5 минут. Важно понимать, хронометрист, он отдельно высчитывает время, ну а у нас, собственно, в рамках отдельно, трансляции. Да. Вот сейчас она Вот и обновляется, скорее всего, Вот и и все будет там нормально. Акимжан, можно поработать из этой позиции, пытается блокировать. Да, в этот раз, знаешь, он не стал экспериментировать, не стал в стойке пытаться что-то изобразить, просто взял и перевел сразу же. Акимжан как будто было принципиально в их первом бою в Астане показать себя именно в стойке. Не то, чтобы получилось, признаться. Уже обо всем мы этом рассказали. Ну а Джейсон Понне сейчас пытается просто как-то вязать своего визави, но Жасулан прям вцепился хорошо. Я думаю, что отсюда долго еще не выпустит Джейсона. Ну, круто, заблокировал левую ногу, переходит сайд-контрол. Отсюда огромное количество опций открывается для него. Самое главное — это просто поработать, чем он сейчас и займется. Локти. Ну, пока не хватает тоже урона, наверное, от Жасулана. Ну, нельзя это сказать, назвать пассивной так борьбой. Да, Все-таки, то есть он улучшает свою позицию, при этом вот Джейсон Понне мешает максимально. Этому сейчас даже вроде как попытался выйти в гард, но нет, в топ-гарде остается. А вот в гард вышел Джейсон Понне и просто вяжет пока Жасулана. А Жасулану надо, наверное, развивать успех, потому что могут, наверное, поднять. Просто пока что все без ударов происходит. 24-17 рекорд Джейсона Понне. Цифры очень серьезные. Да, у Жасулана 13-3, если я не ошибаюсь. То есть в 2,5 раза меньше боев. Ну и младше, конечно, Жасулан Да, Акимжан. 27 против 35. Ну, пока у нас такой вязкий бой. Немного большего мы ждали по напряжению, да, какой-то вообще кровавые рубки, но нет, сейчас это позиционная борьба с ударами.
Ну, стало понятно это сразу после перевода Жасулана. Да. Японет сил не потерял. Блокирует ногу сейчас Жасулан Акимжан. Да. Джейсона Поне. Да, В стиле Хабиба пытается растянуть, повисает на ноге. либо уже запрыгнет на спину. Ну, хотя нет, сваливается на бок чуть. Да, Жасулан а Акимжан. Джейсону делают предупреждение, что нельзя хвататься рукой за клетку. Да, пересаживается, оказывается за спиной у соперника. Да, очень хорошо контролирует Жасулан Акимжан на данный момент своего соперника. Пытается забрать эту опору. Правую руку таки стянул. И после этого Растянул уже ногу и сейчас может прям спину забрать, наверное. опять пытается пересесть и работать из этой позиции. Джейсон Поне Жасулан Акимжан, это ему поднимается от удалось. клетки. В рюкзачке находится сейчас Жасулан Акимжан. И уже я вот просто тоже не совсем слежу, правильный ли теперь таймер уже. Но, наверное, остается действительно минута или две до конца раунда. Всего. Мы не знаем, обновили ли таймер. Мы напомним, что это не чемпионский бой, поэтому Всего 3 3 раунда. Да. Это важный момент. Ну вот, бой вернулся в стойку. То, чего Джейсон Поне и хотел. Он кик от Акимжану, оверхенд тут же от Поне. Теперь он все это сдобрил еще и таким джебом. Да, Крепким неплохой фронт-кик. фронт-кик по корпусу. Прям солнечное сплетение от Джейсона Поне. Устали немного оба после такой вот вязкой борьбы. Ой, От хороший. Акимжана он как будто бы высматривает. Ну да, рановато замедлились ребята. Зарядился на правую прямой, но Поне легко ушел с траектории. Отличный лоу в внутренней стороне. Попадает Поне в корпус. Первый раунд при этом минимум событий, признаться. Да, 10 секунд до окончания первого раунда. Таймер обновили. Действительно, неплохой локоть. Ох, там и плечо, и плечо, все остальное. локоть и Акимжан, колено. говорит, не прочувствовал. И Вне конкуренции. One love. Акимжан. Ну что ж, начинается второй раунд противостояния главного боя вечера турнира на ИЗА 67. И я думаю, что Джейсон понимает, что в борьбу ему совсем нельзя. Потому что от Акимжана будет серьезный контроль. И вот теперь такая у нас гангстерская перестрелка ногами. Тяжелые ноги у Джейсона Поне. Но Жасик есть ощущение, что побыстрее. Ну, нужно сокращать дистанцию. Акимжан, может быть, стоит поработать в манере Сагана. Однако Поне просто-напросто пошустрее, чем Мурильо. А Жасулан, знаешь, есть ощущение, что вообще не думает о защите. Просто идет вперед и не боится ударов Джейсона. Фронт-кик вдогонку. Это удар в стиле кунг-фу, знаешь. Так отвел чуть голову. Ну да, Жасик прямолинейно прям такой прет на Джейсона Поне. Джейсон что-то пытается выфехтовывать и попадает. У него на самом неплохо деле джебы, джебом. да, хорошо залетают. Но Акимжан будто бы и не чувствует все это. И Акимжан! Вот она, Оверхенд! агрессивная борьба, агрессивный проход. И под этот оверхенд он прячет попытку перевода. Ну, Влетел в корпус. получается, Да, просто как в американском футболе. как квотербеки. Что бы это ни значило. Сейчас молодежь подумает, что ты про квадроберов. Но нет. Мы про американский футбол. Контроль от Жасулана Акимжана без каких-либо действий. Я думаю, что если это будет продолжаться, рефери просто скажет, что ребята, поднимайтесь-ка вы в стоечку. Просит от себя отталкивать Джейсона Поне. Кричат ему пуш-пуш, толкай. Не держи его при себе. Поне, наоборот, хочет немножко засушить бой, а его просят отталкивать от себя. Но он, видимо, либо угол не слышит, либо у него свое какое-то мнение на происходящее. Жасулан немножко понакидывает ударов, но, будем честными, не супер как пока результативно отсюда. Контроль есть, но с контролем должны быть и удары. То есть не хватает понимания, что делать дальше. Есть гард. И мы можем ведь немножко покритиковать. Мы, понятно, не сомневаемся в таланте Акимжана. Мы ведь рассматриваем его как бойца, который должен выступать в зарубежных лигах. Очень хотелось бы этого.
И перспектива связана именно с этим. Ким Жан пытается пролезть дальше, но отдадим должное Японе. Да, хорошая на самом деле защита, Прекрасно. такой защитный грэпплинг на уровне у Джейсона. Единственное, что, конечно, вот чем отличается тайская школа, там, грэпплинга от той же американской, что они вставать не пытаются. Он вяжет, ему комфортно. Урона он особо не получает, но в любом случае на записках у судей, если ты лежишь снизу и по тебе нет-нет прилетает какой-то урон, то победителем выберут тут опять Понятно. Жана. То есть Джейсону нужно что-то интереснее придумать. Либо попытки болевых, либо удушающих. Просто вязать соперника — это не вариант. Ну что пытается придумать каждый раз Ким Жан? Он блокирует одну ногу, редко включает локти, вяжет Поне. Через руку опять выходит локоть от Ким Жана. Вставил наконец-таки. Да, ну Получилось. я бы, наверное, поднимал бы уже, если честно. Мне кажется, что в главном бою вечера зрители заслужили посмотреть что-то другое. Но я вижу, что просто зрители, часть какая-то уходит просто в Ну, этот момент. да, после той зарядки, которую мы получили, и после значимости самой, да, реванша этого, ты ждешь другого. Может быть, все это оставил уже Жасулан Акимжан на третий раунд. То есть в третьем раунде он пойдет и зарубится, когда будет знать, что уже 2 он забрал. Ну, это очень опасно. Поне, правда, высококлассный ударник. Это опасно, но это ММА, и здесь за опасность, собственно, и получаешь дивиденды. Ну да. Да, не знаю. Удары по лбу скорее от Ким Я Жана. тоже бы поднял бы уже. Не стоит оно того в главном бою вечера. Минута до конца. Да, можно в стойку, да, поднимать. Да, вот наконец-таки. Не знаю, чего мы ждали. Думаю, что сейчас Акимжан постарается опять перевести. Ну, 35 секунд надо поработать, надо кинуть свою фирменную вертушку. Акимжан, давай. Жасулан. Неплохое колено от Джейсона Поне. Не попадает, правда, но в цель. Ну да, флайнг ни. Опять, может быть, красиво, но не более того. Ну да, и Поне выцеливает что-то. Удар по корпусу неплохой от Жасулана. Лоу-кик. Продолжает стрелять. Калф, да, от Джейсона Блокирует молоко. оверхенд. И этот лоу тоже заблокирован. Ким Жан хороший Да. уровень рефлексов У показывает. него вообще еще и физушные такие проходы, на самом деле, заходит в корпус. Видно, что он прям физически сильнее Джейсона. Демонстрирует. Ну давай, Жасулан. Нормально, да. Нам нужна заруба. Поне говорит, Ким Жан говорит, это бизнес, друг мой, это ММА. Нет личных счетов. Вот этой злости как будто бы в глазах не осталось. Теперь просто нужно снести Жасулан соперника. знает, что у него есть действительно вот эта козырная карта, проходы его, они работают. Будет как какой-то не критический воспользоваться момент, этим Джокером? воспользуйся. Да. Ну пока его нету, порубись немножко. Вот так, Ким Жан. О, пропускает. Ну, джеб опять так вот статистику и набирает Поне по значимым ударам. Да, такие точные, колющие джебы. Некая сабля местная, да? Поне, Ну и вот есть опять проход вот этот у вот силовой Ким Жан, проход. Да. Просто цепляется в ногу, как питбуль. Жасулан Акимжан и дальше не развивает успех. Вот, не хватает какого-то, не знаю, попытки выйти на болевой. Слишком он хочет быть в зоне комфорта. Такое ощущение, может быть, действительно понимает всю серьезность этого реванша, потому что ему нельзя ни в коем случае проигрывать. И поэтому он вот настолько прагматично работает, вообще никак не эффектно. Даже нет попыток выхода на болевой. Накидывает он какие-то удары, и все. Достаточно просто победы для того, чтобы его пригласили. Не знаю, не думаю. Мне кажется, что все равно даже какие-то там иностранные менеджеры ждут не просто закрытия поражения, а ждут чего-то яркого. То, чего Жасик умеет показывать в клетке. Мы много раз от него это видели. Но сегодня он решил просто прагматично победить. И имеет право, давайте честно. То есть наши ожидания — это наши ожидания, и таковыми они и останутся. А Ким Жану нужно побеждать. Другое дело, хотелось бы, чтобы это была яркая победа. Ну да, и над соперником такого уровня. Я, знаешь, начинал свою мысль говорить, я не помню, с тобой или с Дидаром, что в ММА поражение, оно стоит типа дороже, чем победа. То есть ты можешь много раз побеждать, но одно поражение перечеркивает это все. Поэтому, конечно, никому проигрывать не хочется, но будем честными, есть бойцы, которых там, на примере того же UFC любят в любом случае, просто потому что они всегда там рубятся. Тот же, не знаю, Тони Фергюсон, 8 поражений подряд, окей, но его любит публика. Потому что Майкл Чендлер, Майкл Чендлер, дают. да и Почему бы много нет? кто еще, потому что понимают, что ребята там выходят не за победами, а за тем, чтобы обрадовать зрителей.
Да, уже просто настаивает. Вот так, локти говорят ему. Садриддин говорит, что ты там прижимаешься, просто забивай соперника. Ну вот, началось. Дается, посмотрите, Садриддин там схватился за сетку. Ну так, наверное, делать не стоит. Да, не стоит, но он просто показывает, втаптывай его, включи свою агрессию наконец-то. Да, так точно делать не стоит. За это можно и желтую карточку получить. И тяжело дышит Поне. 2 минуты до конца. Да, подсказывает. просит Джайсику, я слышу даже «покажи красоту». Вот что-то подобное было. Получится пересесть? Маунт нет, да? Да и сам Да он и не хочет сам. Да. В целом-то он в доминирующей позиции. Отсюда удобно накидывать. Но он подзавел толпу вот этим градом, да, в который он... И нужно этого больше. Действительно, у тебя 2 минуты осталось до конца боя. Просто покажи вообще. Полностью втопи, да, на газ. Последнюю передачу поставь и все. Работай. 1,5 минуты ты точно не задохнешься за это время. И все это говорится, потому что все понимают потенциал Кимжана. Он может стать топовым бойцом в больших вот, да. промоушенах. И в итоге вот этого просто держания Джейсон Поне находит возможность встать. Ну что ж, Жасулан поработает, и из этой позиции нужно стянуть соперника. Ушел от локтя, посмотрел на время, видит, что осталась минута с лишним. Ну, зарубитесь, покажите что-то в стиле Джастина Гейджа и Макса Холлоуэя. Смотрит Жасулан Акимжан на Сулу, нашего боец KZ. Сула одобрительно ему кивает. Да, говорит, 2 раунда ты забрал, 3 забираешь тоже. Но я хочу зрелища. Так, постучали. Я хочу зрелище, говорит он. Возможно, постучали просто по канвасу. Да, я думаю, просто. Я думаю, Кимжан этим занимается. Да, 40 секунд до конца. Пытается защититься Кимурой Джейсон Поне, но не думаю, что сможет он вытянуть, потому что очевидно, что Жасулан Акимжан физически сильнее. Но ждут ведь, ждут 25 шоу. секунд остается до окончания 3-го раунда. Накидывает Джайсик, удары еще и еще. Ну, честно признаться, там это либо в блок, либо нет, не хватает-то ножа. Можно заблокировать руку, и вот сейчас уже, да, можно, вот сейчас было, да, на удушку пытается. Ну, нет, что, скорее, да? скорее просто он это какая-то контролирует попытка, больше. да. Ну, да. Забирает Жасулан Акимжан победу, забирает ее уверенно, эффективно, неэффектно. Result of 3 rounds by decision of judges. 30-27, 29-28, 13-27. Winner by unanimous decision. Fighter of the blue corner, Жасулан Акимжан.